Добрый день, уважаемые телезрители! Мы приветствуем всех, кто сейчас находится у экранов своих телевизоров. Телеканал Якутия-24, НВК «Саха» приветствует вас. Мы поздравляем всех представителей прекрасного, мужского, сильного пола с предстоящим праздником с 23 февраля. Я принимаю поздравления своей коллеги Дарьи Анкеховой и хотел бы начать сегодняшний эфир с одного из важнейших моментов вчерашнего послания президента страны Федеральному собранию, а именно о новых мерах поддержки участников спецоперации. Для адресной помощи ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов будет создан специальный фонд. Объявлены и другие направления поддержки участников проходящей спецоперации. Несомненно, те, кто проявил себя в ходе специальной военной операции, именно они – будущая элита и вооруженных сил, и общества в целом. И общество должно стать единым целым в деле поддержки правого дела, поддержки тех, кто исполняет сейчас воинский долг. Мы начинаем наш благотворительный телемарафон «Все для победы». Сегодняшний прямой эфир проходит по инициативе Республиканского отделения Общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию». 7 июня 2022 года Народный фронт запустил проект «Все для победы» в целях поддержки участников специальной военной операции и мирного населения, пострадавшего от военных действий Украины. Идет сбор денежных средств. Также в региональных отделениях Народного фронта принимаются вещи для бойцов. Создан специальный список вещей, необходимых в первую очередь. В ходе сегодняшнего прямого эфира мы познакомим всех жителей республики, как Якутия, как якутяне, помогают тем, кто вынужден в интересах страны оторвать себя от привычной жизни, делить со многими другими россиянами тяготы полевой жизни. В нашем телемарафоне сегодня примут участие представители органов власти, руководители различных предприятий, общественники, деятели культуры и спортсмены. Ну и, конечно, необходимо отметить, что мы будем очень рады, если и вы, дорогие телезрители, примете участие в нашем телемарафоне. Задача будет наипростейшая. Вы сейчас видите QR-код на своих экранах телевизоров. Вам необходимо будет лишь отсканировать его. Поднесите гаджеты к вашему телевизору, отсканируйте QR-код, и таким образом вы сможете перечислить любую денежную сумму, которая обязательно пойдет на помощь нашим военным. Дорогие друзья, сегодня мы проводим марафоны от имени фонда «Все для победы», фонда Народного фронта, который с июня месяца помогает бойцам на передовой. За это время нам вместе удалось собрать более 5 миллиардов рублей. Было совершено более 1,5 миллиона транзакций. Это огромная цифра. Огромное спасибо всем жителям нашей страны, кто в это непростое время не смог остаться неравнодушным и помогал ребятам на передовой деньгами или принося в региональное отделение Народного фронта какие-то вещи. Тем, кто делает окопные свечи, тем, кто шьет маскировочные сетки, всем, кто не смог остаться безучастным к происходящим событиям. За это время мы уже привыкли к сообщениям с фотографиями бронежилетов и застрявшими в них осколков. Слава Богу, все то, что мы покупаем, спасает жизнь нашим ребятам. Сегодня мы с вами говорим о сборе, приуроченном к 23 февраля. В этот сбор войдут комплекты, в составе каждого автомобиль, коптеры, противодронные ружья и много других полезных на передовой вещей. Потому что без коптеров нет разведки, без противодронных ружей нет обороны, без машин нет возможности отвезти раненых ребят в лазарет или, наоборот, довести что-то необходимое до передовой. Поэтому еще раз огромная признательность всем участникам марафонов фонда «Все для победы», фонда Народного фронта. Спасибо всем огромное. На 15 февраля
Общая сумма собранных средств проекта «Все для победы» составила, внимание, 5 миллиардов 229 миллионов 271 тысячу 822 рубля. Республика Саха-Якутия также внесла свою лепту в помощь бойцам. Тысячи людей не остались в стороне от происходящего и внесли свой вклад в общенародное дело. Мы представляем председателя правительства Республики Саха-Якутия Андрея Владимировича Тарасенко. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Вот я хочу сегодня тоже самое присоединиться к этому движению и сказать, что в действительности вот мы все объединились сегодня для поддержки наших воинов, для поддержки жителей Донбасса. И в этой всей вот силе нашей объединения порой, знаете, вот встречаешь, вот мы сейчас с отчетом ездим с правительством, и приходишь в школу, и вот первоклашки передают треугольники и говорят: передайте нашим воинам, потому что вот тут я нарисовала, как мы их любим, и как они, чтобы вспомнили тепло от нас, увидели. И, вы знаете, аж слезы иногда так на глазах наворачиваются, потому что в действительности открытая энергия, красивая, то есть ребенок всем своим хочет помочь и вкладывает в этот рисунок свою душу и тепло, чтобы воин, который откроет это дело, увидел, что все мы вместе с ним и рядом. Ходишь, и взрослые тоже ребята, уже в техникум тоже заходил, тоже так же, такой же настрой, готовы собирать технику, готовы шить и спрашивают, как это сделать, что помочь и так далее. Вот еще раз говорю, что вот такое движение наше, оно в действительности помогает. Вот сегодня ездил в квартал труда и был поражен. То есть ребята напрямую списываются с воинами и тут же мастерят буржуйки, печки, которые сегодня, вот говорят, у нас влага очень сильная, нам надо как-то подлиннее печку сделать, чтобы можно было сушить воздух. И, соответственно, потому что иногда болеем, говорит, есть кашель, есть и так далее, надо сухость какая-то. И вот ребята прямо вот сегодня на улице, на морозе показали, как они собрали, как они быстро спроектировали эту печку, сделали, то есть большими бревнами не надо там колоть, прямо огромное бревно можно засунуть и так далее. То есть настолько вот все сегодня поглощены тем, что надо помочь, надо выстоять, выдержать и оказать полное содействие нашим воинам в этой части. И швеям тоже вот зашел в мастерскую, шьют. Вы не поверите, говорит, вот мы готовы днем и ночью шить, потому что, чтобы сохранить жизнь наших бойцов и так далее. То есть я потрясен вот тому движению, которое вот у нас сегодня идет в республике для поддержки наших бойцов в этой части. И вот в преддверии праздника Дня защитника, конечно, хочу всех, во-первых, население Якутии поблагодарить в том, что оказывают такую поддержку и мужество, решимость в части последние отдают. Вот я, говорит, носочки приготовила, просто вижу, как люди с какой душой все это подходят. И низкий поклон нашим воинам, которые ушли и сейчас защищают с врагом, вступили в бой. И я считаю, что в действительности это героизм, который сегодня делают наши ребята, защитники. И огромное им спасибо за то, что они сегодня защищают нашу Родину. Поэтому вот, ну и родным, которые сегодня остались, мы действительно сегодня помогаем, делаем, чтобы он себя чувствовал, чтобы он не волновался, что здесь что-то может произойти с семьей, что есть проблемы там в обучении или оплате, или там в медицине и так далее. Все сегодня мы делаем, чтобы в действительности он даже не беспокоился и не волновался за это дело. Поэтому вот в этой, еще раз в преддверии праздника, хочу поздравить ребят всех и пожелать им здоровья. Здоровья, главное, и вернуться живыми. И победы.
Спасибо большое, Андрей Владимирович. Мы также присоединяемся к этим словам поздравления. И, конечно, вся республика переживает, вся республика беспокоится за наших земляков. И я думаю, вместе, именно вместе, мы все-таки одержим ту самую драгоценную и долгожданную победу. Ну, направление помощи Якутии – это не только помощь мобилизованным, военнослужащим, добровольцам. Это еще и огромная помощь в деле восстановления пострадавших регионов, новых территорий, которые присоединены к России. Помощь республике Донбассу курировал первый заместитель председателя правительства республики, руководитель постоянного представительства Якутии в Москве Андрей Сандоминович Федотов. Александр Сандоминович, как вот происходит поддержка нашим солдатам? Ну, она ширится. На самом деле, мне кажется, это результат нашей общей работы. Прежде всего, это результат все большего понимания, глубокого, широкого понимания наших земляков, якутян, наших граждан о том, что военный конфликт, специальная военная операция здесь, в районе Донбасса, Запорожья, Херсонской области, это действительно борьба за наше будущее. Это исторический вызов нашей стране, всему нашему народу. И то, что наша активность помощи нашим военнослужащим, восстановлению новых территорий, это результат того, что весь народ нашей страны и нашей республики сегодня объединяется. И известный лозунг «Все для фронта, все для победы», он становится актуальным для сегодняшнего нашего текущего момента. Мы это чувствуем, потому что все больше людей из разных концов, самых отдаленных сел и городов нашей республики выходят с разными инициативами. Мы только что провели здесь совещание в Ростове с нашей группой представителей Единого координационного центра республики по оказанию содействия военнослужащим, их семьям и восстановлению новых территорий. Поговорили о том, как идет работа, развивается работа в сотрудничестве с местным госпиталем. Здесь работает очередная, уже четвертая бригада наших врачей, добровольцев, которые добровольно оказывают содействие, помогают военным медикам здесь в госпитале лечить наших раненых. И это сотрудничество все более крепнет. Более того, сегодня врачи рассказали, что местные военные медики Ростова всегда уже ждут, когда они приезжают. Они дружат уже и профессионально, и по-человечески. И самое главное, очень радуются наши ребята, которые здесь проходят лечение. По ранению или по болезни или у них, говорят, лучше идет выздоравливание, потому что они видят наших своих земляков, наших врачей. И, конечно, это очень сильно помогает морально, психологически. Кроме этого, конечно, наши представители здесь занимаются доставкой посылок, различных писем, связь с семьями военнослужащих. Много обращаются близкие наших бойцов. И наши сотрудники делают все возможное для того, чтобы донести объективную, правильную, своевременную информацию, как идет служба у наших ребят. Все направления народного хозяйства так или иначе вовлечены в дело поддержки экономики страны в целом для противодействия западным санкциям. Отрасли народного хозяйства Якутии также не стали исключением. Сегодня в нашем телемарафоне принимает участие Петр Иванович Попов. Он является первым заместителем министра сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Петр Иванович. Добрый день. Да, ну, во-первых,
От имени Министерства сельского хозяйства и от агропромышленного комплекса хотел бы поздравить наших земляков. Во-первых, в первую очередь наших ребят, которые сейчас участвуют в спецвоенной операции с предстоящим Днем Защитника Отечества. И хотел бы пожелать успехов, крепкого здоровья ребятам, чтобы та помощь, которую оказывает республика, правительство республики и население, чтобы ощущалась и помогала нашим ребятам в нелегкое время. Ну и Министерство сельского хозяйства и в целом агропромышленный комплекс не стоит в сторонке. Мы тоже участвуем в помощи спецвоенной операции нашим ребятам. Для мобилизованных ребят из отрасли сельского хозяйства, предприятиями сельского хозяйства республики и Министерством сельского хозяйства на сегодня оказана помощь в общей сумме 1,5 миллиона рублей. Также для фондов, которые оказывают помощь в поддержке спецвоенной операции, тоже сотрудники АПК, предприятия АПК и сотрудники Министерства хозяйства, сельского хозяйства на сегодня оказали общую помощь в сумме 500 тысяч рублей где-то. И на сегодня Министерство сельского хозяйства по своей инициативе организовало такую работу, помощь для раненых участников спецвоенной операции, которые сегодня проходят лечение в больницах по всей стране. Мы каждый месяц собираем пожертвования в Министерстве сельского хозяйства, приобретаем продукты питания местных товаропроизводителей и направляем в Москву. В Москве представительство в городе Москве при президенте Российской Федерации дальше уже распределяет данную продукцию по больницам для наших ребят. Таким образом, чтобы ребята наши почувствовали родную республику, местные продукции для того, чтобы быстро исцелиться, прийти. Ну, спасибо огромное за более чем детальный отчет, который представители отрасли сельского хозяйства оказывают общему делу. Я напомню, что наш сегодняшний телемарафон проходит по инициативе Народного фронта. И 84 региональных отделения Народного фронта получили от граждан, направили на передовую более 1 миллиона необходимых вещей. В первую очередь это квадрокоптеры, тепловизоры, рации и другая техника, которая спасает жизни ребят на передовой. Во многом именно предприниматели, представители бизнеса вкладываются в такие акции. И я с огромной радостью представляю заместителя министра предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха-Якутия Максима Михайловича Прокопьева. Максим Михайлович, вот вам слово теперь. Да, добрый день, уважаемые зрители телемарафона. Да, как уже Дмитрий сказал, действительно, наши предприниматели никогда не стояли в сторонке с самого начала специальной военной операции. Периодически, можно сказать, на регулярной основе всегда помогают и осуществляют помощь всем участникам. Помощь разного рода, не только материальная помощь, но и добровольческая помощь. Ряд активных членов Общенародного фронта являются предпринимателями. Они это делают абсолютно на добровольной основе, осуществляют свою поддержку наших ребят, осуществляющих специальную военную операцию. Кроме того, предприниматели также взаимодействуют и с нашими республиканскими фондами, с нашим добровольческим штабом, куда приносят, начиная от медикаментов, теплых вещей, иной другой предметов, необходимых нашим ребятам сейчас, которые там находятся. Ну и плюс, кроме того, вот, наше министерство, наши подведомственные учреждения тоже не стоят в сторонке. Мы вот тоже осуществляем помощь в виде перечисления денежных средств. Вот сегодня, в частности, наш коллектив тоже откликнулся на призыв Общенародного фронта и направит однодневную заработную плату в адрес сегодняшнего акции и призыва на сбор средств. Еще раз призываю всех предпринимателей Туара Турбакка, пожалуйста, бу акция тангет, көхтөх кыттынылангет,
улуспалы херигайджер уоттар бытыгар көмө болангыт бягыт калаккытын киллерге тиер көрдөмүдө. Спасибо, Максим Михайлович. Мы продолжаем наш телемарафон, и я напомню, что в акции Народного фронта принимают участие многие известные люди. Так, актер Дмитрий Певцов, депутат Государственной Думы, оказывает адресную помощь одному из спецподразделений Вооруженных сил России. Подробнее в нашем видеоматериале. Я обращаюсь к жителям Дальнего Востока. Мы открываем сбор вместе с Народным фронтом. Сбор 23 февраля. Это День защитника Отечества. Сейчас это очень важно, потому что есть настоящие, в прямом смысле, защитники Отечества, которые с оружием в руках там, в горячей точке нашей страны, защищают наше право на русский язык, на свое мнение, на свой суверенитет. За то, чтобы на земле больше не было фашизма. Нашим ребятам требуется помощь в различных сферах. Командирование, оружие, всякого. Не буду говорить подробности. Но, мне кажется, то, что они делают, это очень важно для нас всех, мирных жителей. Поэтому принимайте участие, пассивное ваше участие в споре, а я вот со своей стороны подписываю ребятам гитары, на которых они будут играть и петь в свободные минутки. Всем им я желаю мира после нашей победы, чтобы все они вернулись целыми, невредимыми, с победой, а мы молимся за них, гордимся ими. Это наши настоящие защитники Отечества. Мы продолжаем наш телемарафон, и в нашей студии уже появились следующие наши гости, участники нашего такого замечательного проекта. И знакомьтесь, пожалуйста, это у нас Валерий Алексеевич Лютый, он является руководителем регионального исполкома Народного фронта в Республике Саха-Якутия, а также ветеран боевых действий в Афганистане. Также у нас сегодня Руслан Владимирович Наумов, он является директором Якутского колледжа инновационных технологий, и Антон Жандоров, член регионального штаба Народного фронта в Республике. Здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос, конечно, будет к Валерию Алексеевичу. Какая же работа проделана, опыт есть, и опыт не простой, не однодневный, да, и мы знаем, что телемарафон проводился еще и в октябре, есть результаты, вот давайте обо всем понемногу. Да, это работа не одного человека, это коллективная работа всех общественников, активистов Народного фронта. Да, я бы сказал, вот сейчас мы название «Народный фронт», оно оправдано тем, что оно действительно у нас второй как бы фронт. Мы куем победу здесь тоже своеобразно, это помогая нашей армии. И первый телемарафон у нас, мы собрали там порядка в целом со всеми вещами, квадрокоптерами, которые нам передали, порядка 12 миллионов. И мы развозили, лично развозили, брали отпуска, наши активисты ездили по войсковым частям, когда они еще находились сейчас на Дальнем Востоке, и доставляли все эти вещи нашим боевым товарищам. Я почему говорю боевым товарищам? Потому что действительно многие прошедшие и Чечню, и Сирию, и Афган уходили туда, наши ребята. И сейчас вот это мероприятие, оно очень важно. Важно тем, что оно показывает сопричастность каждого человека, каждого коллектива. К нам приходят различные люди. Приходят пенсионеры, которые приносят все свои сбережения. Это очень трогает. И абсолютно слепые люди. У нас был такой представитель. Тогда все это трогает за душу. Но самое главное, хочу подчеркнуть, что сейчас в преддверии праздника защитника Отечества мы в первую очередь сейчас вспоминаем сейчас ребят, которые на передовой, которые именно сейчас в эту минуту в окопах защищают наше Отечество. Ну и, конечно, хочется поздравить их с наступающим праздником. Хочется поздравить всех ветеранов боевых действий, всех, кто служил, Родину защищал и будет защищать. С этим хорошим праздником, защитником Отечества. Вас поздравляем, Валерий Алексеевич. Спасибо. С праздником вас и всех, кто причастен к делу защиты Родины. Руслан Владимирович, вам слово. Добрый день. Ну, наш колледж инновационных технологий очень тесно и давно
сотрудничаем с Народным фронтом, принимаем участие в различных акциях. И вот на сегодняшний момент мы тоже решили не оставаться в стороне, а на собственные собранные средства вот приобрели такой вот квадрокоптер стоимостью 200 тысяч рублей. И я бы вот хотел его сейчас передать Валерию Алексеевичу. Он крайне необходим и будет полезен нашим ребятам в зоне специальной военной операции. Также наши студенты приняли участие в подписании поздравительных открыток по случаю Дня защитника Отечества. И сейчас молодежь в центре внимания находится. Осенью мы на базе нашего учебного заведения создали патриотический клуб, с чего начинается Родина. Валерий Алексеевич тоже был неоднократным участником заседаний на площадке нашего клуба, где затрагиваются вопросы как гражданского воспитания, патриотического, духовно-нравственного, военно-патриотического, историко-краеведческого. И я бы хотел призвать все учебные заведения действовать на нашем примере и принять активное заседание в нашем патриотическом клубе. Всех с наступающим праздником. Вручайте. Пожалуйста. Я хочу сказать, это лучший подарок не для одного воина, для целого подразделения, потому что это вещь необходимая. Хотя все внимание, все подарки, даже детские рисунки, они очень важны для бойцов. Но вот эта вещь, такие вещи, они очень сейчас нужны. Спасибо большое. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что подобная техника, тепловизоры, они реально спасают жизни. Да. Нашим ребятам, которые на передовой. И слово я хочу передать Антону Анатольевичу, члену регионального исполкома, регионального штаба Народного фронта в Республике Саха-Якутия. Жандаров Антон Анатольевич. Да, здравствуйте. Я хотел бы отметить, что одним из главных направлений Народного фронта является поддержка семей мобилизованных, вообще в целом участников специальной операции ветеранов. Поэтому очень часто к нам приходят люди, обращаются за какой-либо поддержкой. Наши активисты, волонтеры выезжают, помогают с бытовыми вопросами или какими-то, даже юридическими бывает и так далее. И в этом плане я хотел бы призвать всех, кто сейчас возвращается с зоны специальной военной операции, а также тех семей, у которых сейчас мужья находятся, там дети. Если вам требуется какая-либо помощь, поддержка в каких-либо, в любых вообще вопросах, вы можете приходить. Курашова, 24, 5 этаж, 502 кабинет. Пожалуйста, обращайтесь, мы будем каждому адресно помогать. Обращу внимание, что именно про это вчера говорил в своем послании президент Российской Федерации. Поэтому вот эту работу мы будем усиливать. Поэтому прошу всех, кому требуется помощь, обращаться. Спасибо, Антон. А мы движемся далее. И как было уже затронута, да, тема того, что сегодня очень огромную роль играют, конечно, волонтерские движения. Кто-то шьет, кто-то изготавливает печи, да, ну а вот, допустим, сотрудники управления Госстройжилнадзора Якутии изготавливают свечи. Инициатива возникла в коллективе, производство наладили очень быстро. В свободное от работы время добровольные помощники изготавливают свечи, используя при этом самые простые составляющие. Это жестяная банка, гофрированный картон и парафин. И подробнее об этом в нашем следующем материале. В свободное от работы время добровольные помощники из числа сотрудников Госстройжилнадзора изготавливают свечи, совершенствуя технологию, что называется, на ходу. Используют при этом самые простые составляющие – жестяные банки, гофрированный картон и парафин. Однако, несмотря на простоту, свечи чрезвычайно эффективны и практически незаменимы как портативное средство обогрева для участников СВО. Это свечи длительного горения, горит довольно-таки большим пламенем, обогревает внутри блиндажа, например, можно просушить одежду, можно что-то приготовить, разогреть. Само производство сегодня организовано, а так мы до этого дня собирали банки, пустые банки, и заказали парафин. Первая партия парафина поступила, 30 килограммов. Еще к нам едет 50 килограммов парафина. Бездымные свечи способны гореть от 2 до 8 часов. Свечу можно затушить, а потом поджечь вновь. Первая партия, по предварительным подсчетам, составит 150 штук. На втором этапе волонтеры Госстройжилнадзора планируют изготовить еще около 250 свечей. Мы сначала выпрямляем края банок, получается, и потом туда сворачиваем картонки, сворачиваем туго, чтобы было,
И чтобы по уровню где-то, ну, получается, что где-то наполовину. Потом мы сейчас вот воск, мы его разрезаем, чтобы оно быстрее плавилось. И вот там мы на водяной бане все плавим и заливаем, получается, все это уже воском. Изготовление свечей идет быстро, пока все составляющие есть в наличии, но с приходом новой партии парафина жестяных емкостей может не хватить. Поэтому волонтеры призывают помочь. Мытые жестяные банки можно приносить по адресу Амосова, 8 и оставлять на первом этаже с надписью «Под свечи». Анна Пшенникова, Григорий Охлопков, Якутск. Амурская, Кемеровская и Новосибирские области вошли в тройку лидеров сбора предметной помощи для наших бойцов. Так, жители Амурской области собрали около 123 тысяч предметов. Жители арктических районов республики также участвуют в этой акции. И представляем Елену Христофоровну Голомареву, председателя Постоянного комитета Государственного собрания Иль-Тюмен по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики именно. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я еще и руководитель приемной партии «Единая Россия». С первых дней мобилизации мы, значит, подключились к проблемным вопросам, которые возникли первые дни. Это ошибочно мобилизованных, и более 300 заявлений поступило от якутян по разным болезням, по разным показаниям. И благодаря представительству нашей республики в Владивостоке, Хабаровске мы смогли, значит, вернуть обратно более 200 бойцов. Конечно, после этого вышел указ президента нашей страны. Очень внимательно отнеслись к этому вопросу, тонкому, как говорится. И я, как человек, который с первых дней внутри этой темы, как говорится, все письма, которые идут от солдат, от солдатских матерей, якутян, все говорит о том, что у нас, у всех есть ответственность за свою родину, за те вопросы, которые отвечает каждый по своему направлению. И сегодня арктические улусы не отстают, хотя они живут далеко, но не отстают от тех мероприятий, которые проводятся и профсоюзами, и значит, правительством нашей республики, и общественными организациями. Ну, одну из них я бы хотела все-таки подчеркнуть. Женщины, матери арктических улусов решили, значит, изготовить, сшить теплые носочки со шкуры оленя, теплые вот эти накидки для снайперов, которые, ну, это именно поступили такие заказы, как говорится, прямо оттуда позвонили с просьбой. Целевая просьба, да? Да, целевая просьба, и вот все женщины как-то быстро собрались, быстро все это сшили и отправили почту. И почта у нас очень хорошо работает. И выходили еще с одной военной части по поводу санитарных машин. Оказывается, наши воины, там якутяне особо, да, пользуются авторитетом того, что никогда не бросают своих товарищей там на поле боя. И ночью, и в снег, и в дождь. Они идут и обязательно, и вот вытаскивают. И в таких условиях, говорят, нужны вот санитарные машины, нам не хватает. Мы на своих рук все это делаем. Ну вот появились у нас спонсоры. Целых 2 машины вот отправили благодаря вот центру. И я увидела в эти дни, месяцы такую сплоченность всех и всех и всех. Поэтому благодарю наших спонсоров, людей, которые неравнодушны. И когда спрашивают, вы откуда? Я говорю, с Якутии. А это у вас там центр единый работает? Да, это у нас, говорю, с гордостью, тем, что если надо, мы собираемся.
Вот так. Всех с праздником поздравляю от имени женщин-парламентариев. И пожелаю, чтобы все, что мы задумали, благодаря вот вам, мужчинам, мы себя чувствуем защищенными, мы себя чувствуем счастливыми. Самое главное для человека – это семья. И Виктор Николаевич Губарев также с нами сегодня присутствует, вице-спикер Государственного собрания, заместитель председателя Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Виктор Николаевич, вам слово. Первый секретарь Якутского рискома КПРФ, да. Коммунистической партии Российской Федерации. С 30-летием поздравил Путин Владимир Владимирович партию. Да, и отметил заслуги. Я бы прежде всего тоже поздравил всех тех, кто сегодня живет с мыслью. Всех можно перечислить, кто живет с мыслью, все для фронта, все для победы. Просыпается с этой мысли и засыпает. Другого не дано. И другая мысль всегда у нас присутствует, и нет никакого сомнения. Враг будет разбит, победа будет за нами. Я бы сразу хотел подчеркнуть, что республика первая протянула помощь, гуманитарную помощь, технической, с декабря 2014 года. Уже делегация, в том числе, в которой я был, мы находились в кабинете в декабре 2014 года у Захарченко Александра Владимировича, светлая ему память, который только что вернулся из боя, и мы уже встретились. Поэтому все 14... Вот вчера ушел 105-й конвой, гуманитарный конвой, который сформировала все эти годы Компартия Российской Федерации, мы в ней участвуем, жители нашей республики. За это время, включая специальную военную операцию, только было, помимо того, что мы сейчас говорим, до специальной военной операции за 8 лет была оказана помощь более 20 миллионов рублей. Вот вы совершенно правильно подчеркнули сегодня активную работу Амурской области. Они закреплены за городом Авросевка. Наша республика за городом Кировска. Амросевка, мы имеем договор, который подписал, значит, глава нашей республики об оказании помощи с 2018 года. Мы восстановили детскую площадку. Мы взяли шефство над домом-интернатом в Амросевке. И сегодня мы очень благодарны, что Амурская область продолжает вот эту гуманитарную помощь. Мы вчера заслушали с нетерпением, с большим, как ни одно послание чувствовали народ. И ждал, что будут сказаны ответы правдивые, правда будет сказана, и задачи поставлены. Я думаю, что мы услышали эту правду. Прежде всего, я бы хотел обратить внимание, что поздравляем мы с Днем Защитника Отечества. 105-й годовщины со дня создания рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота. Сегодня правнуки, внуки, родственники, участники Великой Отечественной войны также выполняют этот священный долг и не подводят. Ветераны, светлая им память, которые отстояли независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, продолжают их сегодня внуки. И мы не один раз отмечали, что республика смогла в кратчайшее время дойти до каждого участника военной операции нашего земляка якутянина. Это очень большое дело, и этот опыт перенимают сегодня другие регионы. В том числе и в Совете обсуждался уже этот опыт, в Совете при президенте по оказанию помощи, участникам военной операции. Поэтому вот здесь и второй пункт. Мне кажется, и я уверен, что каждый из нас уже сегодня может начинать выполнять послание. И прежде всего, не случайно Владимир Владимирович уделил внимание смысл специальной операции, задачи, которые ставятся. И еще раз подчеркнул уверенно, что победа будет за нами, но мы этот смысл должны донести до каждого нашего
значит, жителей и молодых в школах провести гражданские уроки. В каждую школу уже пора поставить знамя, копию знамя Победы. В каждую школу, чтобы оно было как священное место и напоминало об этом. В коллективах провести собрание, ну и так далее. Это первое. Второе, я бы хотел еще, значит, подчеркнуть очень важную мысль и обратиться к тем, кто по тем или иным причинам покинул сегодня республику. Покинул, возвращайтесь. И Владимир Владимирович конкретно сказал, тот, кто предает сегодня, прощения не будет. А тот, кто сегодня уехал, пусть делает вывод, и мы его ждем. Поэтому в эти дни мы еще раз, значит, чувствуем огромную ответственность и уверенность в том, что будет победа за нами. Республика показывала всегда и показывает пример. И я каждый день имею связь, каждый день мы имеем связь, и нам звонят, вот лично мне, много друзей там имею, звонят о том, что благодарят наших ребят, которые вместе с ними воюют. Спасибо, Виктор Николаевич. Мы с Дарьей гарантируем, что и при нашем также участии будет до каждой семьи участника спецоперации, до каждого воина нашего доведена вот та помощь, которую собирает на самом деле вся республика. Давай напомним, Дмитрий, о том, что наши телезрители могут прямо сейчас присоединиться к нашей акции. Ничего сложного нет. Вы видите сейчас QR-код на своих телеэкранах. Просто отсканируйте его своим гаджетом и перечислите небольшую сумму. И именно так вы можете внести лепту. И обязательно эти денежные средства найдут своего героя. Да? И обязательно, возможно, именно ваша вот эта вот небольшая, но все-таки лепта поможет спасти жизни наших дорогим землякам. Мы переходим к следующей теме. Два слова. Еще раз, Владимир Владимирович начал с того, что оказать всемирную ежедневную помощь семьям, за теми семьями, кто особо пострадал, прикрепить постоянного работника социальной службы. Я именно на этом акцентировал, что до каждой семьи участника спецоперации, до каждого участника. Совершенно правильно. Я хотел бы следующую тему обозначить. Очень интересно, на самом деле, это именные гитары от известных музыкантов России получили бойцы ко Дню защитника Отечества. Также в рамках проекта «Все для победы». Видеоматериал. Дорогие жители Дальнего Востока, сейчас сотни тысяч российских военнослужащих находятся в зоне проведения специальной военной операции. Защитники Отечества в тяжелейших условиях отстаивают честь всей страны и нуждаются в максимальной поддержке. Именно сейчас важно объединиться, поднять боевой дух и помочь бойцам, чтобы приблизить победу. Народный фронт в рамках проекта «Все для победы» запускает сбор к 23 февраля. Будут закуплены самые необходимые на данный момент вещи на фронт. Машины высокой проходимости, мобильные бани, печки, тепловизоры, квадрокоптеры, противодронные ружья, аптечки, тактические рюкзаки и многое другое. Мы подписываем гитары, с которыми будет веселее коротать вечера. Присоединяйтесь. Давайте вместе с Народным фронтом сделаем приятный, а главное, нужный подарок нашим ребятам. Президент страны во вчерашнем послании объявил о реформе системы подготовки кадров в стране. Представители Высшей школы республики у нас сегодня в студии. Передаем слово Анатолию Николаевичу Николаеву. Это ректор Северо-Восточного федерального университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот какую работу проделал университет вот именно в такой благотворительной акции? Хочется вначале всех нас поздравить с наступающим Днем Защитника Отечества, да, и особенно в этом году, потому что мы все понимаем, что почти год длится специальная военная операция, да, и университет, как и вся наша страна, поддерживает нашего лидера, нашего президента Владимира Владимировича и нашего главы. И как одна из больших организаций, да, где концентрировано на большое количество молодых людей, мы тоже и большое количество работников, мы, конечно же, вносим большую, я надеюсь, большую лепту в помощь именно людям, которые находятся на переднем крае отстаивания интересов нашей страны. Университетом уже собрано
около 1 000 000 рублей, да, которые мы отправили, да, и уже было несколько вот таких отправок именно именных посылками, да, это почти полтонны различного рода грузов и медикаментов и теплых вещей мы уже отправили, да, и сейчас тоже внутри университета объявлен сбор средств, и где-то до 1 марта мы соберем, да, и тоже целевой именной мы отправим сотрудникам, которые сейчас находятся там, это будут куплены тепловизоры и другие необходимые вещи. Ну, кроме этого, университет как большая организация участвует во многих мероприятиях, посвященных именно поддержке специальной военной операции, поддержке нашей страны. Все-таки мы находимся в таком переломном моменте. Да? Мы должны быть особенно сейчас едины как страна, как народ, как целая цивилизация, да, российская цивилизация, как вчера сказал наш президент, потому что наши ценности, на которые посягаются западные страны своими непонятными вещами, если мы сейчас не отстоим, то тут вопрос может стать достаточно серьезным. И университет работает очень вот таком, ну, мы не от мероприятия к мероприятию, у нас идет постепенно вот такая работа, потому что все-таки 15 тысяч только очных студентов, и вместе с ними работать, и 3,5 тысячи сотрудников, которые как один поддерживают все, что сейчас происходит. Кроме этого, у нас достаточно хорошо стоит еще и волонтерское движение, да, которое, да, у нас открыто работает колл-центр, где-то более 2000 только звонков, психологической помощи мы тоже оказали, да, и это тоже показывает на то, что университет не стоит на стороне. Сейчас, конечно, молимся над тем, чтобы наши студенты, которые туда поехали, вернулись живыми, да, и 3 наших студентов вот сейчас, очников, взяли академические отпуска, да, и как добровольцы туда поехали, да, и кроме этого еще больше 10 студентов заочного отделения были мобилизованы, да, они все, ну, слава богу, сейчас с ними все нормально, да, и в прошлом году еще 2 наших студентов тоже брали академический отпуск, пока еще не было частичной мобилизации, да, тоже туда поехали, и все нормально. Несколько, ну, 4 наших сотрудников тоже мобилизованы, находятся там. Вот как раз вот именно вот адресная помощь будет оказана им. Кроме этого, у нас есть мобилизованные вот, ну, члены семьи наших сотрудников, да, постоянно держим связь и оказываем помощь, которая необходима, да, все-таки помощь и моральная, и иногда и материальная, да, и иногда просто перейти как волонтерская помощь, это тоже, конечно же, большого стоит. Мы оказываем все, что от университета зависит. И, конечно же, сейчас от университета требуется не только вот такая материальная помощь, да, но и большая работа с молодежью. Все-таки мы центр притяжения молодежи, да, и мы, конечно, должны сделать все для того, чтобы вот активная молодежь воспитывалась в правильном духе и так далее. А если вернуться к вчерашнему обращению президента, президент сказал, что сейчас мы на основе лучших традиций вот советского периода, да, то, что мы наработали в осенние десятилетия, должны выработать новую систему обучения и подготовки кадров. И в этом плане университет сейчас уже переходит на гибкие системы подготовки. Очень рад тому, что как человек, который занимался наукой, то, что обратили внимание на фундаментальную науку. Все-таки прикладная наука – это сиюминутный, год-два, да, а фундаментальная наука – это планирование на долгий период. И в этом плане у нас вот как раз в 90-е годы очень много мы отстали, да, и по фундаментальной науке мы должны готовить работать достаточно хорошо. Очень рад тому, что вот на аспирантуру отдельно вот президент сказал, что аспирантура должна быть это для подготовки научных сотрудников и для людей, которые будут связывать свою жизнь с преподавательской деятельностью. Ну, сегодня утром у нас произошло мероприятие в колледже инфраструктурных технологий. Да, к сожалению, наш выпускник вот, Вадим Алаков в прошлом году в апреле погиб там, да, и вот с утра мы открыли мемориальную доску в память о нашем выпускнике. Мы должны помнить вот молодых людей, которым была вся жизнь впереди, но они, отстаивая интересы нашей страны, да, дают свои жизни. Ну, такого не должно происходить, да, но если мы не сейчас не поддержим нашу страну, то будущее
за Россией будет не очень радужная. Но мы должны сохраниться как народ, мы должны быть едины как никогда, да, и должны поддерживать и наше руководство, и всех тех парней, которые находятся там. И письма студентов, ну вот не только школьники пишут, да, но и студенты пишут, да, где-то около 400 писем мы уже студентов отправили, да, в поддержку наших воинов. Ну и, конечно, желаю скорейшей победы. Все-таки и в 40-е годы мы победили, да, ну и сейчас мы должны победить, победа будет за нами. Ну, вчера в послании президента прозвучало очень много исторических параллелей. Одна из тем – это память наших предков, освободивших мир от фашизма. Посвящена всемирно известная акция «Бессмертный полк». Потомки воинов Великой Отечественной войны с гордостью проносят каждый год День Победы портреты своих дедов, прадедов в шествии многомиллионной акции. Мы представляем один из красивейших голосов нашей Якутии. Солистка Государственного театра оперы и балета имени Сивцева Сорномоллона, отличник культуры Зинаида Колодезникова. Победы
Огромное спасибо за прекрасное исполнение. А мы, Да, мы приглашаем... продолжаем наш благотворительный телемарафон «Все для победы». Уполномоченным по правам человека по Республике Саха-Якутия рассмотрено огромное количество обращений по вопросам частичной мобилизации. Большинство из них, конечно же, связаны с жизненными ситуациями, а также мерами социальной поддержки и назначенными выплатами. Также в рамках частичной мобилизации было призвано большое количество предпринимателей. Поэтому сегодня в наш телемарафон мы пригласили, конечно же, уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия, это Сардану Михайловну Гурьеву, а также Альбину Егоровну Кычкину. Она является уполномоченным по правам предпринимателей Республики. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. И, Сардана Михайловна, конечно, первое слово мы передаем вам. Спасибо большое за возможность участвовать в таком большом народном движении. И самое главное, сегодня мы понимаем, что огромная поддержка для наших героев, ребят, которые участвуют в специальной военной операции, это является оказание адресной, очень нужной своевременной помощи семьям. Мы буквально вчера нашим аппаратом уполномоченного по правам человека побывали в Горном Улусе, село Бердигистях, где встретились с женами, сестрами, матерями наших участников специальной военной операции. Привезли им продуктовые наборы, посетили где-то семьи, приняли на прием по разным вопросам, которые касаются и помощи от мошенничества. Даже были такие ситуации, когда, к сожалению, были неправомерно деньги сняты. Где-то по вопросам лечения, по вопросам выплаты денежного содержания военнослужащему в связи с утерей документов и так далее. Действительно, вы очень правильно заметили, что жизненных ситуаций бывает разных очень много. И необходимо подчеркнуть, что на сегодня население нашей республики особо понимает, что самые главные качества, которые нам необходимы сейчас воспитать молодежи, это верность, преданность Родине, преданность семье. И те семьи, которые находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, на них сегодня поручил глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев обратить самое свое пристальное внимание. И в этом смысле наш правозащитный институт старается тоже очень активно, наступательно, с таким чувством милосердия, сострадания подойти очень внимательно к каждой семье. И по мерам социальной поддержки мы тоже проводим совместно с компетентными органами. Это Министерством труда и социального развития, Министерством здравоохранения, образования, молодежи, предпринимательства, работу по оказанию помощи семьям в трудной жизненной ситуации. Кроме того, мы еще в прошлом, в 2022 году, нашим правозащитным институтом инициировали социально-благотворительную акцию. Мы ее назвали «Республиканская акция «Мы патриоты». И наша инициатива была поддержана главой Республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым. И суть этой акции, если сказать так по-простому, заключается в том, чтобы принять такие меры, создать такие условия, чтобы было сформировано чувство патриотизма, любви Родине именно у молодежи. Вот формирование этого чувства. То есть не ура-патриотизм, а именно глубокое понимание ценности жизни, любви к Родине, к своим корням и истокам. И мы тоже с коллегами посоветовались, подумали. И здесь направление выбрали первое – это оказание помощи детям, сиротам. Это тем нашим пожилым гражданам, которым нужна адресная, постоянная помощь. И направление, которое мы взяли, это наши школьники, молодежь. Охват у нас практически за прошлый год было более 34 тысяч людей по всей республике. Здесь у нас активную роль тоже ведет Министерство образования и науки. То есть здесь министр очень живо откликнулась на наше предложение. И мы на базе Якутской кадетской школы провели по следующим направлениям. Это не только выявление физически талантливых
таких развитых молодых людей, а именно еще и интеллектуальную часть. Это и знание своей родной Якутии, знание своей родной страны, потому что на сегодня мы сами видим, какие есть нездоровые силы, которые пытаются фальсифицировать историю. Поэтому знание правды, истории нашей страны, нашей Родины тоже является очень важным моментом. И в этой связи во всех общеобразовательных школах акция была инициирована совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия. Я сегодня тоже хотела поблагодарить главу Республики Саха-Якутия, Министерство внутренних дел и наши силовые структуры. Это и Росгвардия, Управление Федеральной службы исполнения наказаний тоже очень активно участвовали в этой акции. И практически мы в школах более 20 улусов районов провели такие уроки патриотизма. Я более чем уверен, что, конечно, работа у вас прибавилась, потому что и до начала специальной военной операции у омбудсменов, у тех, которые работают в сфере соблюдения прав человека, будь то права предпринимателей, работы и так хватало. Но я уверен, что работа вам прибавилась, и дай вам Бог сил, терпения и мужества на самом деле, чтобы все это достойно тоже пройти. Огромное количество предпринимателей было призвано в частичную мобилизацию, и предприниматели также являются носителями вот той помощи, которая оказывается участникам специальной военной операции. Поэтому, Альбина Егоровна, вот ваше слово. Спасибо за приглашение на сегодняшнее мероприятие. Я хотела вначале поздравить всех наших защитников Отечества с праздником, в том числе тех людей, которые находятся и здесь. Это наш тыл, это наша экономика. В этой связи как раз предприниматели – это та единица экономическая, которая сохраняет стабильность нашей страны и нашей республики. Итак, предприниматели, да, были призваны не только предприниматели, но и их сотрудники. Соответственно, с обращениями по некоторым вопросам они к нам в аппарат тоже поступают, но при этом хочу сразу сказать, что предпринимателями в том числе оказана огромная помощь мобилизованным. Могу назвать некоторые фамилии. Это Ирина Котенко, Ольга Шерстяникова, Вячеслав Решки, Вячеслав Аторин, Максим Феоктистов. Это вот предприниматели, про которых мы уже знаем, и их помощь видна, ощутима. И их большое количество не только в городе Якутске, но во всех муниципальных образованиях, компании резиденты технопарка, Хотетент, Якутский котловой центр. Вот все эти предприятия, они помогают не только мобилизованным, но и в целом армии нашей страны. Мы, конечно, надеемся, что мы помогаем не только мобилизованным, но и сохранению стабильности нашей экономики. В этой связи наша задача аппарата уполномоченного как раз сосредоточена на том, чтобы стабильность предприятий в это сложное время сохранялась. Мы прекрасно понимаем, и предприниматели как раз сталкиваются с внешним санкционным давлением. Это как бы является основным нашей точкой работы. И в этой связи предпринимателям, конечно, мы ищем возможности, пути для того, чтобы была возможность как бы продолжать свою производственную деятельность, при этом сохранять трудовые коллективы, возможность при необходимости получить отсрочку от мобилизации. У нас вот как раз в последний период частичной мобилизации был принят закон об отсрочке для индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса целью передачи своего бизнеса. И это действительно очень помогло нашим предприятиям. Также Министерством предпринимательства нашей республики организованы курсы для тех людей, которые у мобилизованных предпринимателей берут по доверенности бизнес. Конечно, это очень серьезная работа, взять на себя деятельность по управлению бизнесом. В этой связи вот такие курсы были Министерством предпринимательства тоже начаты. Также хочу сказать, что сотрудник нашего аппарата, старший референт аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Аргунов Иван Иванович сейчас добровольцем служит в рядах
нашей армии через добровольческий центр «Ботур». И мы, конечно, тоже, пользуясь случаем, хотим поздравить его с этим праздником, Днем защитника Отечества. И хотим пожелать только спокойствия, уверенности, сил и возвращения домой. Также хочу, наверное, немножко сказать про послание нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вчера как раз был озвучен курс и задано направление на свободу бизнеса. Действительно, проводилась очень большая работа институтом уполномоченного при президенте Российской Федерации Борисе Юрьевиче Титове по декриминализации уголовных преступления экономического состава. И вот в этой связи то, что мы вчера услышали, конечно, очень сильно воодушевляет наших предпринимателей. И также хотелось бы, чтобы вот эта же работа нами дальше была продолжена. Мы благодарим вас, Альбина Егоровна, а также благодарим Сарану Михайловну, что посетили наш телемарафон. И мы надеемся, что именно ваш вклад и вклад тех людей, кто работает с вами, он обязательно поможет всем, кто сегодня находится на передовой, ну и, конечно, поможет нашей республике в целом. Спасибо большое. Вместе мы сила. Правда за нами. Мы встречаем еще гостей в нашей студии. Это депутаты Законодательного собрания Республики Павел Петрович Петров, председатель Постоянного комитета по экономической, инвестиционной и промышленной политике Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. И Андрея Юрьевича Николаева, председателя контрольного комитета Государственного собрания Иль-Тюмень Республики Саха-Якутия. Здравствуйте. Здравствуйте. Павел Петрович, вам слово хотим предоставить. И вот расскажите о вашей проделанной работе и, возможно, о ближайших планах. Понимаете, вот всю проделанную работу сегодня сказать и описать невозможно. Я просто приведу работу последних 2 дней, которую я провел в этот. Буквально сегодня с утра, да, у меня было такое маленькое, ну, как это назвать, изготовление блиндажной свечи, та, которая делается. Вроде бы это такое не знаковое событие, это нет, но самое главное о том, что блиндажную свечу это делают дети Магана нашего. Это теплота их рук. И для нас, для северного народа, это, наверное, тепло свечи, тепло огня, это, наверное, передача всей теплоты, отношений. Это очень символично. Очень символично. Тех детей, тех граждан, которым не безразлична сегодня ситуация, которая сложилась сегодня по выполнению специальной военной операции. Но я не хотел начать не с этого. Я хочу сказать о том, что я поздравляю всех мужчин, женщин, которые имеют отношение к Дню защитника Отечества. Я сам служил в армии, сам находился в ней, но это была советская армия, это были вооруженные силы и морского флота. Но тем не менее я знаю, что такое армия, я знаю о том, что как она идет, какие тягости и лишения, возможно, они идут. И сегодня я поздравляю всех, и женщин, и мужчин, которые именно идут отсюда. Я благодарен, наверное, Народному фронту о том, что он сегодня пригласил и организовал эту патриотическую передачу, Потому что иногда в нашей жизни не хватает патриотизма. А мы же все патриоты, и все идем о том, что вот непосредственно не только те непосредственно люди, которые находятся на выполнении этой операции, но и те, которые проживают здесь, в тылу, которые приносят непосредственно ту пользу для защиты Отечества изнутри. Это переход и на импортное замещение, это организация предпринимателей рабочих мест и так далее. Это есть отношение полностью к своему народу. Приведу вчерашний пример о том, что буквально вы знаете о том, что в Мархе случился пожар, и где полностью сгорел дом, и этот дом участника, тот, который находится непосредственно на боевых действиях, это Павел Маяканов, который, в принципе, идет. И я являюсь председателем попечительского совета по восстановлению данного дома. Буквально на первоначальные нужды собрано порядка более 600 тысяч рублей для того, чтобы они приобрели свою теплую одежду и так далее. Это показывает неравнодушие наших граждан, это показывает неравнодушие на тех, кто проживает рядом с нами. Это много, это хорошо, это нужно приветствовать. Восстановление документов, которые наши структуры восстановили эти документы, это паспорт, это свидетельство о рождении. В короткие сроки восстановили, потому что это жизненно необходимо и жизненно важно для этого. Ну и, конечно, о том, что все-таки, наверное, под руководством партии «Единая Россия», которая возглавила, и Александр Сергеевич четко сказал о том, как секретарь партии «Единая Россия», он сказал, надо восстановить дом до
первых морозов 23 года, то есть до сентября месяца этого года. Это, наверное, знаково, это, наверное, хорошо. Это говорит о том, что мы все встаем единым строем для того, чтобы между нами не проскочило никакой. И выполнение специальной операции непосредственно на Украине, наверное, это наш долг. Мы знаем о том, что мы защищаем. И Владимир Владимирович Путин, который выступил вчера, он четко сказал о том, что если бы не было специальной военной операции, то было бы нападение на нас. Он четко сказал, мы защищаемся, мы не нападаем. Но победа будет за нами. Спасибо. Андрей Юрьевич. Ну, что сказать. Я уже выступал на НВК еще в самом начале, когда вот в прошлом году, ну, как после 24 февраля. И я скажу, что, ну, хочу сказать, что от нас, от депутатского корпуса, у нас служит там Михаил Кимович Николаев. Мы с ним постоянно на связи, разговариваем. Вот как раз на мобилизации он уехал туда. Также хочу сказать, что от нашего депутатского корпуса, председатель комитетов, мы тоже собираем деньги. Ну, как бы не только, вот, например, вчера мы встречались с добровольческой организацией «Ботор», и им тоже вот собираем деньги на данный момент. И также мы, вот то, что вот Народный фронт нас позвал, попросил подойти, вот наш коллега, и мы подошли и хотим сказать, чтобы мы должны поддерживать своих ребят, отцов, братьев, кто там сейчас находится, и морально, и физически, и как бы всем, чем мы можем, да. Я хочу сказать, что у нас народ, я представляю Сунтарский улус, поэтому хочу сказать, что у нас вот глава Сунтарского улуса вот сейчас прямо находится там в зоне СВО, чтобы помочь своим землякам. Он уже там и помощь привозит, уже он до этого поездил по округам, где он тоже им помогал. И эту работу он проводит все время. Наши депутаты тоже, каждый вот руководитель предприятий, которые, они тоже проводят, не всегда афишируя свои эти действия, там машины приобретают, квадрокоптеры, ну, много чего, что нужно, что заказывают, потому что мы всегда держим связь с теми, кто там находится. И хотел бы поздравить всех с Днем защитника Отечества. Хочу сказать, что у нас депутатский корпус работает над законодательством, которое помогает тем, кто приехал, тем родителям, женам, детям участников СВО. И вовремя мы принимаем законы не только на уровне Якутии, но сейчас еще везде вся Россия как бы вместе. И я считаю, что дело наше правое, потому что при поддержке НАТО и Запада ведется полномасштабное, как бы, короче, нехорошие действия, как говорится, против нас, и мы вынуждены защищаться. Армия нам дает небо над головой мирное, и мы должны сейчас поддержать нашу армию, чтобы они нам обеспечили это. Как сказал в свое время Сталин, он, когда была Великая Отечественная война и заканчивалась, он сказал, мы на 50 лет организуем, минимум на 50 лет, мирное небо над нашей страной. И сейчас наши ребята куют мирное небо, которое будет у нас после этого много-много лет, надеюсь. Спасибо вам большое. И, конечно, мы... Дорогие телезрители, не устаем напоминать вам о том, что мы работаем в прямом эфире. И наш телемарафон сегодня также может помочь мобилизованным их семьям. Для этого вам нужно лишь будет отсканировать QR-код, который вы видите прямо сейчас на своем экране, и перекинуть, возможно, небольшую, но все-таки денежную сумму, потому что, конечно, деньги сегодня им необходимы. Ну а тем временем волонтеры общественной организации «Золотые руки ангела» в городе Мир встретились с участником спецоперации. Военнослужащий в ходе встречи ознакомился с продукцией, изготавливаемой волонтерским движением для нужд специальной военной операции, и высоко оценил вклад волонтеров в помощь бойцам, находящимся на передовой. Подробности в следующем сюжете.
Объединение людей на основе сострадания, доброты, любви к ближнему – это основная задача общественной организации «Золотые руки ангела» в городе Мирный. Волонтерское движение создано в целях объединения усилий для помощи раненым в ходе специальной военной операции. Здесь, в небольшом помещении, 20 волонтеров общественной организации ежедневно изготавливают нужные предметы для передовой. У нас как бы нету такого свой, чужой, наш именно. У нас такого нету. Непосредственно всем помогаем. Кому достанется, кому. Мы можем адресатно кому-то посылочку отдельно собрать и отправить, кто у нас попросит, и отправить. Волонтеры нашего движения «Золотые руки ангела» очень отзывчивые. Непосредственно у меня были несколько случаев, в которые ко мне обращались наши ребята. Или супруги обращались, надо как-то чем-то помочь. Ну, ребята там-то, там-то находятся. Я в ближайших районах находила волонтеров с наших «Золотых рук ангела», и они все помогали. Даже на передовую отправляли, посылали, посылки привозили. Волонтеры поддерживают связь с бойцами. И вот недавно они встретились с участником специальной военной операции. Военнослужащий в ходе встречи ознакомился с продукцией, изготавливаемой волонтерским движением, и высоко оценил вклад волонтеров в помощь бойцам, находящимся на передовой. Я рад, что в нашем городе есть волонтерское такое движение, и как бы охота, чтобы побольше вот в этом движении было людей, чтобы побольше людей включались в это. И радует, что не безразличные люди к этому. И так как вот армия от народа неотделима, да, и вот радует, что людям не безразлично, что все переживают за нас, помогают. В ходе встречи волонтеры смогли задать самые разные вопросы о происходящем на фронтах спецоперации. Разговор получился актуальным, временами острым, но предельно открытым и честным. В свою очередь Федор сказал, что уже в ближайшее время планирует вновь поехать в зону специальной военной операции. Анна Васильева, Мирный. Мы продолжаем наш телемарафон, и прежде чем объявить следующего гостя нашей студии, я бы хотел отметить, что спортсмены Якутии полностью поддерживают усилия России по восстановлению мира на Донбассе. Они проводят огромное количество патриотических акций. Также немаловажно, что огромное количество спортсменов республики проводят большую работу по патриотическому воспитанию у молодого поколения. И в нашей студии знаменитый спортсмен, боксер, олимпионик, воспитанник легендарного тренера Артура Пахомова, советник главы республики Георгий Русланович Балашин. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте несколько слов о том вашем видении работы в направлении всенародной поддержки акции Народного фронта по поддержке наших бойцов. Да, ну, во-первых, я хотел бы поздравить всех мужчин с предстоящим праздником, Днем защитника Отечества. Но в этом году, мне кажется, вдвойне такой, как сказать, ответственный, потому что в преддверии годовщины проведения специальной военной операции. Но я как спортсмен, как советник главы очень много уже провел встреч, и буду проводить с теми ребятами, которые приходят в отпуск со специальной военной операции, которые приезжают там на реабилитацию после ранений. Да, встречаюсь по тем или иным вопросам, которые ребята задают, те или иные просьбы по реабилитации, по психологической реабилитации. А те ребята, которые обратно возвращаются в зону специальной военной операции, очень много вопросов возникает по обмундированию, по всяким разным вещам. Даже такие мелочи, как, допустим, если они отсюда вылетают, там небольшой у кого-то перегруз и так далее. Все вот эти вопросы я как спортсмен, еще раз говорю, да, и как советник во всех вопросах я стараюсь помочь ребятам, которые приходят в зону специальной военной операции. Эти встречи, они, как говорится, не разовые, они в дальнейшем будут проводиться. Да. То есть работа ведется как и по психологическому направлению, да, поддержки, так и финансовые, сборы, акции и встречи, наверное, и с детьми, правильно? Вообще, если брать, то главой республики Арсением Сергеевичем и правительством проводится огромная работа по поддержке наших ребят, которые сейчас
находятся в зоне СВО, ну и, соответственно, семей. Очень много всего закупается, ну, начиная там от автомобильной техники, кончая там спальными мешками, и отправляется туда, ну, в те точки, где ребята могут получить ту или иную там экипировку, ту или иную помощь. Да. Георгий Русланович, ну немаловажно, что общеизвестно, что Родину защищать должны физически хорошо подготовленные люди. Вот как вы оцениваете работу по физическому воспитанию подрастающего поколения, которое проводится у нас в республике? Спорт вообще в республике очень хорошо развивается, ну, соответственно, и здоровый образ жизни, все вот эти. Очень много ребят и спортсменов сейчас также находятся в зоне СВО. Но та работа, которая проводится Министерством спорта и правительством республики по оздоровлению нации, по всему спорту, то республика находится, ну, по сути, в лидерах из всех регионов страны по спорту. Спасибо большое, Георгий, что посетили наш телемарафон. Мы благодарим вас за вашу деятельность. Ну и, конечно, хотим еще раз напомнить, что мы работаем в прямом эфире, поэтому мы призываем всех присоединиться к нашему благотворительному марафону. А у нас уже готов следующий сюжет, который подготовили наши коллеги. Для тех, кто вернулся с передовой, крайне важно безболезненно вернуться в социум. Именно из таких побуждений в июне прошлого года была организована программа социальной реабилитации для участников специальной военной операции. В первую очередь это услуги психологической помощи и поддержки, это услуги содействия в сфере трудовой реабилитации, то есть это либо по выбору наших ребят, возможно, профессиональная ориентация, возможно, обучение, переобучение, содействие в получении необходимых услуг и содействие в последующей занятости. При поступлении в центр пациента осматривает мультидисциплинарная бригада врачей, которая включает в себя невролога, терапевта, врача ЛФК и физиотерапевта. Затем они назначают ему программу комплексной реабилитации, которая в среднем длится 18 дней. Ну, у нас процедуры, значит, это медицинские, включается это физиотерапия, магнитотерапия, электролечение и, значит, медикаментозные, если таковые требуются. Пациенты получают ручной и аппаратный массаж. В центре есть сенсорная комната. Используются световые проекторы. В аудиотерапии врачи используют звуки природы, дождя, классическую музыку. Лечение в первую очередь направлено на снятие психоэмоционального напряжения и релаксацию. Самая эффективная процедура, по мнению врачей, это электрорасческа Дарсонваль. Она дает высокочастотный импульсный ток, что стимулирует кровообращение, благодаря чему понижается давление, человек успокаивается и лучше спит. В ближайшее время планируется расширить программу и предусмотреть социально-психологическую помощь женам и детям участников специальной военной операции на базе реабилитационных центров в Нерюнгринском, Нюрбинском, Алекминском, Амгинском районах. Мария Кардашевская, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Мы продолжаем наш телевизионный эфир, наш телевизионный прямой эфир. И мы встречаем следующих гостей. Отряды добровольцев с самого начала спецоперации были на переднем крае. В Якутии было сформировано несколько отрядов, добровольческих отрядов, один из которых был создан на базе регионального ДОСАВ. Я как журналист разговаривал с руководителем отряда до отъезда в зону военных действий. И сегодня мы представляем наших сегодняшних участников. Да, мы приветствуем Вадима Шарипова, он является добровольцем со своей любимой супругой, ну а также Сергей Курамшин, также доброволец из отряда ДОСАВ. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну, немножечко предыстории, да, вот, например, поговорим с Сергеем, да. Мы знаем, что вы отец 5 детей, и вы одним из первых, значит, вырвались, так сказать, в ряды добровольцев. Вот что послужило, наверное, вот таким прям порывом? Просто не хотел оставаться в стороне. Решение созревало очень долго, с момента, как вот наш президент объявил о специальной военной операции. Мысль закралась, не знал, как это все реализовывать. Потом видел, как мои боевые товарищи, с которыми я давно знаком, туда уже ранее уезжали. Вот. Потом узнал про то, что формируется добровольческий отряд, и вот в штаб добровольческого отряда обратился. Честно скажу, что брать меня туда не хотели.
Из-за детей? Ну, я потом это узнал. Вот. Из-за детей? Да, то есть формулировка была такая, что ну, там разные моменты были, они были нелепыми. Вот, а уже потом как бы тоже подошел, поговорил, мне говорят, ну у тебя же вот, ты чем думаешь? Вот, но тем не менее, все-таки я убедил командира, вот, и вот позвонил потом, он мне говорит, ну ладно, говорит, поехали. Вот так вот я и оказался в зоне специальной боевой операции. Вадим, а ваша история какова? Как вы вызвались добровольцы? У нас есть группа в WhatsApp. Мы являемся ветеранами боевых действий еще по Северному Кавказу. И вот наши сотрудники как бы изъявили желание поехать. Ну и, соответственно, я тоже принял это решение. Конечно, супруге сообщил. Она, конечно, не особо это одобрила, но я даже не сомневался вообще ни минуты, что я поеду туда, в зону специальной военной операции, чтобы поддержать всех тех ребят, которые находятся сейчас даже на передовой линии. Поэтому, соответственно, через слезы, как это бывает, супруга не хотела отпускать все, но я настоял на своем и в результате также вступил на базе ДОСАФ в добровольческий отряд БАРС-2, и в его составе мы выдвинулись в зону специальной военной операции. Ну, Олесь, раз уж заговорили о вас, да, вот не хотели отпускать, не хотели, пытались как-то остановить или все-таки... Плакала, просила, умоляла, ругалась, все, что возможно делала. Не получилось? Нет. Не получилось. Ну, а потом это вот бессонные ночи, это переживания. Это бессонные ночи, это переживания, это вымаливание супруга у Бога, чтобы вернулся живым, здоровым. Это прямо... Я безумно горжусь своим супругом. Прям вот я горжусь ребятами нашими якутскими барсовцами. Прям безумно горжусь ими. Они самые сильные, самые смелые. Одни из первых, бросив все, поехали. До сих пор мы общаемся с женами ребята. Это тоже сильные очень женщины. И поэтому как бы... Да, но необходимо, конечно, отметить, что Вадим был тяжело ранен, да, и вот сегодня вы вернулись, да, вот обратно. И все-таки считаете ли вы, что вот что-то осталось еще не сделанным? И, возможно, может быть, где-то здесь вы сейчас уже проводите, может быть, работу по, может быть, патриотическому воспитанию детей. Вот. Или все-таки вы сделали все и свой долг Родине вы отдали? Ну, если честно говорить, я бы ни на секунду бы не задумываясь, вернулся бы туда-обратно. Вот. Но в связи с такими вот обстоятельствами, что я просто на данный момент физически не могу. Вот. Да, был тяжело ранен. Вот. Здесь, в городе, да, проводим совместно с Народным фронтом. Вот сейчас у нас там будет программа по уроке мужества. Будем как бы по школам ходить, рассказывать, преподносить, чтобы люди знали правду и все, что это на самом деле, что это действительно фашизм, что там не все так легко и просто, что действительно люди издеваются, убивают детей, женщин. То есть вот это, ну, вот на этом плане, чтобы уже молодежь осознанно, ну, осознавали, что такое, как бы, что происходит там действительно, так сказать, непосредственно от лиц, которых там уже все вот это вот видели, знают. Ну вот в этом плане будем работать, конечно. Олеся, а что бы вы посоветовали сейчас, да, многим женщинам, женам, матерям, да, которые сегодня ну, находятся в той же ситуации, в какой находились вы, вот в этом ожидании, в этих переживаниях, да? А возможно, ваше слово человека, который прошел через все это сегодня, вот с помощью нашего телемарафона, может, ну, достучаться до сердца кого-то из наших телезрительниц. Верить. Верить в своего мужчину, сына, отца, брата, неважно. Главное верить, ждать. Женщина здесь безумный тыл. Когда он знает, что его ждут, он придет домой, обязательно придет домой. Когда возникают какие-то проблемы, нам безумно помогал Народный фронт. Нам безумно помогали такие же, как мы, девочки.
какие-то проблемы, когда мы всегда рады помочь. Можно обратиться в Народный фронт, я подскажу, как что действовать с ребятами, которые ранены. Но женам только ждать, верить, гордиться, прям вот вымаливать. Я ремарочку хотел бы добавить, вот смотря на лица добровольцев, потому что и добровольцы и первой, и последующих волн, они активно вовлекаются в работу с такими же добровольцами, потому что движение не прекращается. Я не с удивлением, а вполне осознанно отмечаю, что многие добровольцы – это люди такие же, как Сергей, да, то есть они, я думаю, что вы ради детей тоже пошли. Ну да, конечно, показать личным примером, что Отечество защищать надо, чтобы дети вот, личным примером показать, что такое Родина, что такое защита Отечества. Как-то там отмалчиваться или где-то там укрываться даже в мыслях не было. Вот. Ну и дети сегодня вот тоже начинают как-то вот планировать свое будущее. Там уже говорят о поступлении там, в военное училище. Вот. Младшему моему сыну вот 5 лет в марте будет. Он уже говорит, я, папа, буду тоже солдатом. Вот. Ну, старший уже тоже задумывается. Вадим, Сергей, мы благодарим, конечно, вас за ваш подвиг. С праздником, с наступающим. Это прям ваш праздник. Вы с достоинством можете нести звание вот, героя. Героя не только в своей семье, героя нашей республики, но и всей страны в целом. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо огромное. Ну а тем временем семьям мобилизованных военнослужащих ежедневно оказывается адресная помощь. Об этом мы уже не раз говорили в течение нашего телемарафона. О том, какая работа проделывается в Алекминске, узнаем из следующего материала. На одной из встреч с семьями мобилизованных прозвучала просьба помочь с трудоемкой работой. Колка и подвоз дров, вода. Действительно, для многих это большая проблема. На самом деле для меня, конечно, был основной вопрос помощи вот физической. В плане вот колки, дров, уборки снега, выноса и воды. Потому что для многих женщин, я не исключение, конечно, это непосильная сложная работа. Решения были приняты в этот же день. Функционал определяется по заявке. В первую очередь у нас была организована работа по приему и обработке документов на выплату 50 тысяч от муниципального района, Алекминский район. Вот. И также на постоянной основе оказывается волонтерская помощь семьям мобилизованных. Поступают заявки на подвоз дров, на уборку территории от снега. Чаще всего нужны дрова, особенно учитывая, что эта зима очень суровая, и ранее эти вопросы в семьях решали мужчины. В основном это доставка дров. Наши сотрудники заготавливают дрова, доставляют их по заявкам, которые нам предоставляет администрация города. Ну и где-то была помощь оказана в перевозе мебели, бытовой техники. Ну, основное это дрова. В администрации города приоритеты обозначили сразу. В первую очередь оказать помощь тем, чьи мужчины защищают Родину. Ну, у нас порядка 20 семей уже точно обращались за помощью, а на территории города у нас зарегистрировано порядка 80 семей мобилизованных. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Сотрудники и студенты многих учебных заведений участвуют в акциях и в поддержку участников спецоперации жителей Донбасса. Якутский институт водного транспорта с самого начала и по сей день является сторонником всех решений, принятых нашим президентом. По инициативе сотрудников института в рамках поддержки жителей Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики проводится благотворительная акция, направляется гуманитарная помощь. И сегодня в нашей студии мы приветствуем директора Якутского института водного транспорта, филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Сибирский государственный университет водного транспорта, кандидата технических наук Ярослава Михайловича Стрек, а также курсантов Виктора Анисимова и Баира Циденова. Здравствуйте. Здравствуйте. С наступающим праздником.
Но мы затронули уже тему того, что именно ваше учебное заведение проводит различные акции и оказывает свою помощь, да, нашим ребятам, кто сегодня находится на передовой. Вот немного расскажите про те мероприятия, те акции, которые уже сегодня проведены, и каков итог? В первую очередь хочу поздравить наших ребят, военнослужащих. Конечно же, хочу отдельно отметить, что на передовой сейчас находятся наши сотрудники нашего института, которые по первой волне мобилизации приняты в ряды российской армии, и также мой заместитель директора по воспитательной работе также добровольцем пошел вслед за ребятами. В рядах вооруженных сил, на границах, на рубежах нашей необъятной России находятся наши выпускники, наши студенты, наши курсанты. Наши сердца, наши мысли всегда о них, и, безусловно, в том числе и по этим причинам мы поддерживаем каждую акцию, о которой слышим в городе Якутске, и каждую акцию поддерживаем. И сейчас я хочу выполнить просьбу нашего коллектива и передать посильную помощь, как Владимир Владимирович Путин вчера в обращении к Федеральному собранию сказал о том, что важен вклад каждого. Мы, безусловно, поддерживаем эту мысль, важную мысль, и вносим свой посильный вклад в поддержку ребят, в поддержку наших защитников. Огромное вам спасибо. Есть 2 минуты. Да, секунда. Я хочу поздравить всех мужчин и участников военной специальной операции. И в первую очередь хочу поздравить своих командиров, которые участвуют в зоне СВО. Я горжусь, что они участвуют в специальной военной операции. Замечательно. Вот оно, будущее нашей страны. Мы надеемся, конечно, что именно благодаря таким ребятам мы можем спокойно думать о нашем мирном небе над головой еще на долгие-долгие годы. Спасибо вам большое. И мы продолжаем. Якутия взяла шефство над городом Кировское. В Донбассе проделана огромная работа по восстановлению социальной инфраструктуры города, транспортных артерий, жилищно-коммунального хозяйства. Подробнее в нашем следующем видеоматериале. Как идет отопительный сезон по сравнению с прошлым годом? Идет намного лучше, меньше у нас проблем. В связи с тем, что заменили участок трубопровода диаметром 530 миллиметров, заменили изоляцию около километра трубопровода. Ну, если в 2 трубы брать, получается около того. 10 насосов, вот дымосос нам новый установили. Намного лучше, чем в прошлом году. Меньше проблем, меньше утечек. Как ощущается поддержка со стороны Якутии? Заметно ощущается, все идет хорошо. Этот комплекс – это модульная станция водоочистки. Она предназначена для тока технической воды, для отопления котельной, для подпиточной воды. Вот. Она была привезена, подготовка, вы поправите, да, немного? Была сделана в начале отопительного сезона для аварийного прикрытия при нехватке воды. Вот. Она рассчитана на 25 кубов в час. Это ее максимальная, будем говорить, работа. Вот. Сейчас на данный момент она стоит у нас. Почему? Потому что у нас сделано, все тепловые сети сделаны до минимума зажаты, все утечки, все убрано. И пока мы работаем с центрального водовода. Если какие-то будут порывы или что-то, она автоматически может включиться в работу и, будем говорить, возмещать потерю этой воды. Получается, это первый опыт, да? Это первый опыт на Донбассе, такой масштабный, да, будем говорить, это взято с шахтовых вод. Вот. Шахтовых вод в Республике ДНР очень много. Ими надо заниматься. И они полностью могут, по моему мнению, да, могут спокойно замещать весь потребность всю водоснабжения Республики ДНР. Наш телемарафон
можно сказать, уже на половине пути. И сегодня мы напоминаем о том, что в нашей студии появятся представители органов власти, крупных организаций, общественники, волонтеры, блогеры. То есть те люди, кто сегодня непосредственно не может стоять в стороне, и все хотят помочь всей стране. И один из таких очень активных людей с четкой жизненной позицией – это Афанасий Семенович Владимиров. Он является председателем Совета директоров ПАО «Лорб». Здравствуйте. Здравствуйте. И вам, конечно, мы тоже хотим предоставить слово. Добрый день. Разрешите поздравить с наступающим Днем защитника Отечества наших мужчин. Ленское объединенное речное пароходство – это крупная компания, объединяющая порядка более 2000 сотрудников. И, конечно же, она никогда не стояла в стороне от тех событий, которые происходят у нас на территории республики, так и в стране. И всегда с самых первых дней начала специальной военной операции мы заняли активную позицию руководства компании, так как из числа коллектива ушли и добровольцами в феврале месяце уже наши сотрудники, и в сентябре-октябре призывались по мобилизации. Компания всемерно поддерживала не только призывников, участников специальной военной операции, но и их семей. Постоянно это в поле зрения. У нас большая часть, конечно, была призвана из Жатайского судоремонтного завода. Уходили с наших управленческих позиций, с наших филиалов на специальную военную операцию. И в течение этих дней, конечно, мы связь поддерживаем. Это что касаемо нашего коллектива. Что касаемо в целом призывников от республики, да, компания вышла с инициативой поддержать тех наших воинов, которые попали в госпиталя, и оказывать всемирную поддержку в их реабилитации. Здесь выделено порядка 2 миллионов рублей на оказание реабилитационных мероприятий. Ну и, конечно же, компания никогда не стояла от подобных акций, и сейчас мы тоже вкладываем свою лепту, да, и ранее вкладывали, поэтому финансовая сторона со стороны нашей компании, она обязательно будет поддерживаться. Генеральный директор Ларионов Сергей Александрович, руководство компании бывало в госпиталях, встречалась с ранеными, да, были на передовой, встречались тоже с нашими бойцами, морально поддерживая их, ну и оказывая материальную поддержку в виде тех или иных видов снаряжений. Да. Ну, всем нашим призывникам мы приобретали соответствующую экипировку, соответствующее обмундирование и так далее. Вот. Это что касаемо компании. Я думаю, сегодня во время телемарафона люди узнали очень многое, что не стоит республика в стороне, жители всемирно поддерживают участников специальной военной операции. Ну и вчера, наверное, слышали выступление нашего президента. Под впечатлением этого выступления, конечно же, мы сейчас осмысливаем его. Но основной посыл – это границы нашей великой России, они незыблемы. Ну и основное внешнеполитическое такое направление, наверное, обеспечить безопасность не только России, но и жителей России. Общественные организации тоже участвуют, мы это видим. Я возглавляю ассоциацию ветеранов группы советских войск Германии. В советские годы в ГДР стояла большая группировка. И, наверное, она обеспечивала тогда мир на земле, паритет был определенный, и войска НАТО, конечно же, были на дальних подступах от наших границ. Наша ассоциация тоже поддерживает тех, кто участвовали и участвует в специальной военной операции. Есть у нас добровольцы из нашего числа. Ну и мы собираем пожертвования, и сейчас наша ассоциация решила, что ежеквартально будет собирать пожертвования и вносить в фонд помощи наших участников специальной военной операции.
Количество наших ветеранов в группе, ветеранов группы советских войск Германии в республике насчитывалось порядка 300 активных, таких, которые в разные годы служили в ГДР, в советской армии. Сейчас нас где-то 150 человек, и они достаточно уверенно и активно поддерживают участников нашей российской армии. Мне бы хотелось обратить внимание на вопросы патриотического воспитания. Вчера мы принимали в ряды юнармии наших учащихся школ, и достаточно много сегодня в рядах юнармии учащихся города, порядка 1000 человек, да? Мы проводим различные слеты, обучение и так далее. Наверное, мы все, те, кто учились в советский период, помним хорошие уроки НВП, и достаточно наглядно, практично мы все это изучали и были, как говорится, готовы к защите нашего Отечества. Я думаю, что и этот акцент вчера был сказан в послании президента о том, чтобы мы обратили внимание на воспитание нашей подрастающей молодежи. Вот эти три позиции, как говорится, у нас в коллективе, в обществе, ну и каждый гражданин это обсуждает. Я думаю, что это сегодняшний приоритет нашей жизни. Примите и наши поздравления с Днем защитника Отечества. И хотелось бы обратить еще раз внимание наших телезрителей на те данные, которые постоянно на экранах ваших телевизоров. Ваше участие, ваша помощь, она бесценна. Сделайте отведите несколько буквально секунд, сделайте свое пожертвование, и помощь обязательно дойдет адресно до каждого из участников специальной военной операции. Ну а тем временем общественная организация Нюрнбергского района совместно с Нюрнбергской районной администрацией с самого начала спецоперации оказывают гуманитарную помощь. Об этом подробнее в нашем материале. Продолжается непрерывная работа общественных организаций и всех неравнодушных граждан по сбору гуманитарной помощи и денежных средств в помощь мобилизованным и добровольцам Нюрнбергского района, принимающим участие в специальной военной операции. В принципе, нюрнбергцы в этом плане, они очень такие люди, которые быстро реагируют на ситуацию, когда кому-то плохо, да? Когда у кого какие-то возникают проблемы, тем более, когда это возникают проблемы, не то что проблемы, когда возникают трудности в жизни, когда необходимо кому-то оказывать помощь. И здесь, то есть у нас деятельность, поэтому она в работе нашего штаба, она не прекращалась. То есть мы из года в год практически любая инициатива, которая идет либо от района, либо от республики, либо от России, наши волонтеры, те, которые есть наши нюрнбергцы, они в этом охотно принимают участие. Накануне неравнодушные жители поселка Беркакит также приняли активное участие и в очередной раз откликнулись на призыв о помощи. Я хочу сказать о том, что с поселка Беркакит мобилизованно ушли 5 ребят. Добровольцами 3. Мы обратились к жителям поселка, к трудовым коллективам об оказании помощи нашим ребятам. И я хочу сегодня сказать о том, что где-то в пределах 300 тысяч мы собрали деньгами, продуктами питания, не портящими, да, и продолжаем работать в этом направлении. Пункты сбора помощи продолжают работать во всех населенных пунктах района. Также не прекращается всесторонняя поддержка семей мобилизованных. Иван Лазаренко, Вадим Барашков, Нерюнгри. Нас не делили по цвету глаз, солнце сияло одно на всех. Верили в дружбу без лишних фраз и за мечтой стремились вверх. Люди придумали счастью запреты, ветер замедлил судьбы киноленту и расчертил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что
что прожито, пройдено, никем на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдет сквозь грозы и молнии легко и незримо. Мы просыпались под птичий гам и ликовали с дождем весной. Мы разлетались по городам, но возвращались всегда домой. Люди придумали счастью запреты, ветер замедлил судьбы киноленту и расчертил на границе большую любовь. Мы единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдет сквозь грозы и молнии легко и незримо. Единое целое, и дождь, и облако белое, и все, что прожито, пройдено, никем на свете неделимо. Мы единое целое, и все, кто верит и верует, пройдет сквозь грозы и молнии легко и незримо. Мы продолжаем наш телевизионный эфир и переходим к следующим гостям. Спецоперация проявила отдельный класс журналистов. Это военкоры. К их мнению прислушиваются многие руководители, в том числе и военных ведомств. Многих военкоров страна знает в лицо. Их материалы с передовой всегда отражают объективную картину происходящего. Журналисты нашей республики, в том числе и работники, сотрудники наших телеканалов, также прошли подготовку в Чеченской Республике и неоднократно были в командировках на Донбассе. Мы представляем наших коллег. Приглашаем принять участие в нашем телемарафоне Чукура Гаврилева. Он является заместителем генерального директора АО «Сахамедиа», ну а также Николая Борисова, военного корреспондента ИСИА, наши коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. Чукур Николаевич, давайте мы немножко сломаем правила, скажем так, когда руководство начинает первым. Я обращусь первым к Николаю. Николай, в целом, как бы ты оценил явление, в котором ты сам участвуешь? То, что журналисты, вполне себе штатные люди, штатские люди, они находятся на передовой, они выполняют свою работу, передают картину происходящего. Ну, наверное, это часть такой большой работы, в которой сейчас втянута наша страна, да, в обеспечение, скажем так, победы. Почему? Потому что информационный фронт, вы сами понимаете, какая это была в самом начале специальной военной операции, поток какой шел информации. То есть больше было, конечно, естественно, негатива, потому что перевес всегда идет в ту сторону, скажем так, да. Но в то же время, вот когда началось, в самом начале специальной военной операции, когда еще происходили события в Мариуполе с Сулустаном Заболоцким, мы решили, ну, надо как-то это прекращать, надо показывать, как работают наши ребята. И связавшись с посредством, с Андреем Сандаминовичем Федотовым, поехали туда. Ну, то есть с того времени, в принципе, и началась наша вот работа, которая сейчас уже превратилась в какую-то определенную систему,
региональные военные корреспонденты сейчас тесно сотрудничают с опорными пунктами, с координационным центром. И я думаю, что жители республики, они видят нашу работу, то есть и когда прямо с передовой, когда есть какая-то информация, она наглядно, она показывает нашу работу, да. Конечно, работа наших коллег – это неоценимый вклад. Вот вы именно в ту самую веру, в то, что все у нас получится, и вместе мы сила. Ну и, конечно, тогда вопрос Чукуру. Вот насколько важна сегодня работа именно средств массовой информации вот в том поддержке такого единого духа? Можно сказать в двух словах, что идет информационная война, и действительно мы горды тем, что наши коллеги, в том числе НВК, Саха и Сахамедиа, впервые направили своих корреспондентов военных, специально обучили, и оттуда уже поступают материалы, и мы воочию видим, как наши бойцы храбро сражаются на поле боя. И второе направление, это, можно сказать, это действительно, вы сказали, мораль, да? Моральный дух, это очень важно. Мы поддерживаем, во-первых, тех, кто находится на поле боя, мы поддерживаем также вот здесь семьи, которые здесь остались. И недавно, на прошлой неделе, мы побывали в 64-й стрелковой гвардейской части, там встречались с полковником, он говорит, что бойцы якутяне очень хорошо себя показывают, подают себе пример, и действительно он говорит, что нужна вот моральная поддержка в виде даже писем наших детей, какие-то теплые вещи, которые вот гуманитарная помощь отправляется. Мы воочию видели вот в клубе этой части почти половина зала, вот коробки стоят, написано «школа такая-то», хабаровчане тоже полностью оказывают помощь. Да? И Сахамедиа, ну раз я представляю Сахамедиа, тоже оказывает такую помощь. Наши газеты, которые выходят в холдинге, тоже направляются еженедельно на Донбасс, на ЛНР, ДНР, Запорожье. Мы также помогаем деньгами. Вот, например, ну, общая сумма, наверное, которую мы оказали, это просто деньгами, которые мы оказали, это 300 тысяч, ну, разовая помощь, еще плюс наши работники ежедневную заработную плату и так далее. То есть мы показываем, что мы вместе, и мы примером своим показываем, что мы должны оказывать моральную, духовную поддержку нашим воинам, освободителям. Я, наверное, не согрешу против истины, если скажу, что Сахамедиа одним из первых откликнулись, потому что Сулустан Заволжский, который с самого начала деятельности по восстановлению города Кировского находился непосредственно в самом Кировском, да, в составе бригады десанта, республиканского десанта, это тоже большого стоит. Но и оправдание своих, не в оправдание, за своих коллег тоже скажу, что Николай Бестинов, да, он только что вернулся. Да, Илья Жараев, они очень хорошие материалы подготовили, часть из которых в сегодняшнем эфире тоже используются. Да. Да, поэтому очень отрадно, что представители средств массовой информации, они выходят за рамки своей деятельности, они немножко переходят, скажем так, свои должностные, что ли, обязанности. Ну, это наш общий вклад, мне кажется. Это да, общий вклад. Николай, ну вот сразу вопрос, можно к тебе, да? Да. А вот скажи, пожалуйста, каково было сложно вот все-таки... Ты человек, который вот сидел, писал, да, определенные статьи, работал и в политических, да, каких-то проектах, и писал о жизни, и вообще просто республики, да. И сегодня вот ты военный корреспондент. Сложно было ли получить вот, соответственно, такую узкую специализацию тебе, как человеку, который работал вот многие-многие годы в печатных изданиях, да? Вот сложно ли это? Потому что многие, наверное, думают сейчас, что это, ну, не так-то, наверное... Ну, на самом деле, мы же пишем о людях. То есть журналистика, она всегда о социальном, о добре и зле, да, то есть, и, в принципе, как бы основной мотив-то нашей работы, он не меняется там. То есть, есть фашисты, и, в принципе, это так, почему мы как бы работаем, да, мы показываем это. Просто есть такие моменты, я понимаю, что нельзя использовать. Почему? Потому что там просто очень гнусно и страшно, да. Те же интервью с жертвами, скажем так, режима, который был до 2014 года, как бы там действительно такие истории, которые лучше их не рассказывать, а документальные какие-то подтверждения они дают. И это в плане того, что сложности именно в этом моральном плане. А в физическом там,
знания, они необходимы, мы считаем, да, как бы, и мои коллеги, которые прошли обучение в Российском университете спецназа, потому что бывают такие моменты, когда если ты неподготовленный человек, ты просто можешь подвести как бы командира своего, да, там, когда журналист идет, он работает с каким-то определенным охранением, и их цель и задача защитить как бы твою жизнь. Да? У нас цель и задача осветить события, рассказать про них. Они тебя охраняют. Если ты будешь там бегать, суетиться, Паника, просто, да, возникнет? да, ну и просто там прилетит в тебя как бы, и всех накроет. Там, ну, то есть какие-то определенные базисные знания нужно знать. В принципе, они могут пригодиться, наверное, в обыкновенной гражданской жизни. То есть попадаешь в какой-нибудь ДТП, фу, конечно, да, там, и реакция уже есть. Да, уже есть какие-то понимания, как оказание срочной медицинской помощи, разных таких вещей, которые, в принципе, могут пригодиться. И опять же, это все, там, когда обучение идет, там стреляют, кидают гранаты, оно в таких стрессовых ситуациях какие-то, наверное, показывает. Справедливости ради скажу, что стрессовые ситуации боевых действий, они же иногда вызывают очень сильные произведения. Ну, вспомним Смирнова, да, Константина Смирнова, вспомним Михаила Шолохова, которые также являлись военными корреспондентами, военными журналистами. И отрадно, что наши коллеги, вот люди, с которыми мы каждодневно ручкались и так далее, также выполняют свой долг. Но я справедливости ради отмечу, что журналистика — это не единственная гражданская штатская профессия, которая востребована на Донбассе. Врачи Якутии с самого начала были на переднем крае событий, которые действительно меняют мир. Врачи и на передовой в качестве добровольцев, и налаживают здравоохранение в новых регионах России. Так наш коллега Иван Луцкан с бригадой офтальмологов работали на Донбассе. Врачи республиканских лечебных учреждений также работают в военных госпиталях, центрах реабилитации. Давайте посмотрим видеоматериал, который подготовили вот наши коллеги. На сегодняшний день уже третий месяц практически здесь, в Ростове-на-Дону, в госпитале 1602 работает бригада врачей. Третий месяц, уже третья бригада сегодня подъехала, да, мы на неделю отработали. Полностью оказывается помощь в части консультации наших раненых, консультации именно медицинской части наших раненых, психологическая консультация. И бригада полностью отрабатывает свою, значит, полностью все вопросы, связанные с ранеными. Мы успеваем с нашими ранеными здесь, в Ростове, встретиться только всего один раз, иногда два раза, да, потому что пребывание раненых здесь, в Ростове-на-Дону, оно короткое, 2-3 дня. Самое большее это 3 дня, а в принципе через день сразу они уезжают, эвакуируют в дальнейшем. И ваши советы жителям республики? Если так сказать, что на сегодняшний день наша республика полностью развернула всестороннюю помощь нашим раненым, пребывающим здесь, в Ростов-на-Дону. И можно сказать, здесь и полностью проводится и социальная поддержка. Нашим раненым предоставляются все, значит, необходимые вещи, вплоть до нижнего белья, одежды, верхней одежды, спортивных костюмов. Именно даже вещей, которые пребывают, которые можно носить и в госпиталях разного уровня. Также и оказывается также психологическая помощь нашим раненым. И поэтому, вот, конечно, такой острой необходимости для того, чтобы приезжать к своим раненым какую-то помощь или не думать о том, что они обделены вниманием. Полностью здесь наши раненые получают полное внимание со всех сторон, со стороны правительства и республики, потому что здесь работает бригада социального направления, медицинского направления и хозяйственного направления. Хирургической деятельности он Он Слепцов Анатолий Игнатьевич, врач-хирург, медэксперт, или он неотложная хирургия. Там и основной кемеутен операция, там лежит. Он отобул келен кордах на эльбах кемекуш. Это перевязка надо. Или ретибет. John Богода Килер.
Пострадавшая Эльга, вот он коммуникация надо. И мама там Волга идет. В составе многопрофильной врачебной бригады мы оказываем разнообразную помощь нашим раненым, начиная от хирургической и анестезиологической, заканчивая психотерапевтической. У нас есть возможность морально поддержать наших солдат, дать им какие-то рекомендации, объяснить возможные осложнения и необходимость реабилитации. Полки идут стеной, красиво держат строй, и мирно шелестят знамена. Комбаты рядовой, единою судьбой, мы связаны навек, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Без страши и атак спасли мы русский флаг, и дом родной, и наши песни. А коль придет беда, с тобою мы тогда отчизну защитим, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Полки идут стеной, красиво держат строй, и вместе с нами вся Россия. И ты, и он, и я, армейская семья, и этим мы сильны, друг мой. Служить России суждено тебе и мне, служить России, удивительной стране, где солнце новое встает на небе синем. Плечом к плечу идут российские войска, и пусть военная дорога нелегка, мы будем верою и правдою служить России. Служить России, все тебе и мне, и пусть военная дорога нелегка, мы будем служить России. Спасибо Огромное большое. спасибо, Леонид. Мы продолжаем наш эфир. Напоминаем вам о том, что вы смотрите прямой эфир нашего телемарафона, который направлен на сбор, конечно же, да, в первую очередь денежных средств. Вы видите прямо сейчас QR-код на экранах своих телевизоров. Достаточно просто поднести свой телефон к нему, отсканировать этот QR-код, и, соответственно, таким образом вы сможете внести свою хоть небольшую лепту, но в благое дело, в помощь тем, кто сегодня принимает участие в спецоперации. Задача, мне кажется, наипростейшая. Сегодня не надо быть, допустим, волонтером, не нужно быть членом какой-то общественной организации. Можно просто сидя дома, либо вот сидя просто у своего гаджета, вот так вот нести свою, ну, конечно,
благое дело лепту. Напоминаем, что это в рамках проводимой Народным фронтом России акции, которая называется «Все для победы». И продолжается она уже более чем полгода и набирает обороты. По состоянию на 15 февраля суммарный сбор средств составил свыше 5 миллиардов рублей. Необходимо отметить, что это данные по всей нашей стране. И, конечно, сегодня по истечению нашего телемарафона мы также обязательно подведем свои итоги, да, по сбору денежных средств в прямом эфире. Конечно, сегодня к нам приходят участники этого телемарафона, приносят конверты, кто-то приносит технику. В общем, работа ведется очень активно. И в ближайшие еще несколько часов мы также будем работать именно в этом направлении. А мы встречаем следующего нашего гостя. Это председатель Постоянного комитета по селу и аграрной политике Государственного собрания Ил-Тюмень Андрей Михайлович Находкин. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ну, сегодня принято, все гости приходят к нам в студию и говорят о том, какую работу они проделали и каким образом они лично, либо их организация, либо их сообщество решили как-то помочь. Ну и не только, и видение также, свое личное проводимая мнение, работа тоже. Ну, во-первых, как гражданин Республики Саха-Якутия, я с первых дней полностью присоединяюсь к данной акции. И сегодня для нас всех самый большой посыл – это все для победы. Ну, руководитель республиканского отделения Валерий Лютый является нашим коллегой, народный депутат. Поэтому мы, как говорится, каждый день встречаемся и получаем информацию, что надо делать, как надо помочь. Ну, во-первых, хочу сказать, что все аграрии республики включены в данные работы, все поддерживают. И самое главное, все наши районы, главы улусов тоже вносят посильный вклад. Каждый житель населенного пункта, села включен в данные работы. Так что, самое главное, что наши ребята там, наши земляки, и мы в течение года специальной военной операции уже понимаем, чего хотят наши ребята. Некоторые вернулись в отпуска и обратно. И военные корреспонденты тоже. Информация уже на данный момент достоверная. Что хотят наши ребята. И мы помогаем, как говорится, всем миром. Есть очень много примеров. На данный момент тоже главы районов находятся там некоторые. Я сам являюсь народным депутатом от Мегенхангалского округа. У нас тоже там создан штаб. Я тоже напрямую там работаю, помогаю. И в эти дни тоже собираем финансовые средства. И делегация Мегенхангалского района тоже буквально на днях поедет туда, к нашим ребятам. И, во-первых, земляки, которые сейчас там воюют, молодые ребята, это, во-первых, оборудование, которые гасят дроны противника. Самый сейчас на первом месте стоит. Ну и, конечно, домашняя, хорошая, своя еда. По мере возможности наши бабушки, матери все готовят и присылают. Ну, судя по тем видео, которые публикуют в различных телеграм-каналах и так далее, наши, в принципе, ребята, они, которые, многие из них селяне, они выросли в сельской местности, с детства привыкли самим заготавливать, самим свежевать, получается, да, и так далее. Они из таких житейских ситуаций с честью выходят и даже своих боевых товарищей угощают домашним приготовлением, домашней едой, пирожками. Наверное, это в минуты отдыха на передовой это бесценно. И я тоже очень, наверное,
рад и горд тем, что я сам тоже вырос, как и вы, являюсь мегинцем, я сам тоже вырос в сельской местности и ко многому, в том числе и к труду, приучен тоже с детства. Да. Мы благодарим вас за то, что посетили телемарафон. Ну а приветствуем уже следующего нашего участника. Это Константин Робик. Он является уполномоченным по правам коренных малочисленных народов Севера. Здравствуйте. Здравствуйте. Но сегодня, вот, возможно, многие телезрители подумают, что у нас такой некий конвейер, да, приходят люди, уходят. Действительно, очень много людей сегодня хотели попасть на этот телемарафон, чтобы именно поддержать наших земляков, поддержать вот этот вот именно вот такой настрой. И поэтому действительно мы работаем в прямом эфире. И сегодня вот один из них, это Константин Робик, сегодня тоже пришел сказать свое слово. Спасибо большое. Ну, я скажу вот как бы с самого начала, может быть, да. В прошлом году, когда вот год назад президент объявил о проведении специальной военной операции на Украине, мы буквально вот в течение одного-двух дней, наверное, вот все представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока как-то в кулуарах созвонились, пообщались в мессенджерах и решили, что общероссийскому движению коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока тоже необходимо выразить свою поддержку президенту и проводимой специальной военной операции. Мы буквально вот в течение одного-двух дней согласовали текст обращения в поддержку проведения специальной военной операции. Была такая ситуация год назад, и вот в течение года вот по роду деятельности, безусловно, ко мне обращаются многие представители коренных малочисленных народов Севера. И мы работаем как с добровольцами, потому что у нас очень многие выразили желание и ушли добровольцами на контрактной основе. Ну и потом после объявления призыва на частичную мобилизацию, они в качестве мобилизованных ушли в зону проведения специальной военной операции. После этого тоже регулярно мы сталкиваемся с тем, что возникают житейские вопросы у семей, у самих мобилизованных и так далее. Мы стараемся оказывать возможную помощь со своей стороны. Безусловно, конечно, мы как уполномоченные, да, я не являюсь ответственным, который проводит, ведет эту работу, деятельность, но тем не менее мы всегда на связи, всегда готовы рассмотреть и помочь. А по каким основным моментам обращаются к вам за помощью вот именно наши коренные малочисленные народы Севера? Ну, это, наверное, общие все равно вопросы. Вопросы поддержки семей, которые здесь остались. Многие из них многодетные. У многих единственный, конечно, кормилец был отец, брат или еще кто-то, да. И вот эти вопросы социальной поддержки. Сейчас плюс вот вчера вот президент Российской Федерации в своем обращении озвучил о том, что необходимо нашим воинам все-таки предоставлять отпуск каждые полгода, да, без учета дорожных условий, да, чтобы 14 дней полноценно наши участники специальной военной операции отдыхали дома. Вот эти вопросы тоже поднимаются. Когда вот только в первые месяцы, наверное, когда объявили мобилизацию, было много вопросов по выплатам. То есть какие выплаты, что там, то есть республика выплачивает муниципальное образование, там какую помощь муниципальное образование оказывает и так далее. И по всем этим вопросам мы старались отрабатывать. Есть, к сожалению, да, что и вопросы, когда вот с не очень доброжелательным отношением наши участники, которые приехали в отпуск, обращаются, да, и так далее. Ну, это все житейские вопросы, мы стараемся в каждом случае оказать какую-то помощь. Хорошо. Спасибо. Огромное спасибо. Еще раз, вы уже третий уполномоченный по правам. До вас и Сардана Михайловна была, и полномоченный по правам предпринимателей, да, тоже. У них тоже много обращений. Много обращений, много работы, мы понимаем. И еще раз, успехов вам, сил и, можно сказать, даже мужества. Певец-общественник Денис Майданов совместно с Народным фронтом занимается сбором средств для 3-й отдельной мотострелковой бригады «Беркут» Народной милиции Донецкой Народной Республики. Смотрим видео. Дорогие жители Дальнего Востока,
Сейчас сотни тысяч российских военнослужащих находятся в зоне проведения специальной военной операции. Защитники Отечества в тяжелейших условиях отстаивают честь всей страны и нуждаются в максимальной поддержке. Именно сейчас важно объединиться, поднять боевой дух и помочь бойцам, чтобы приблизить нашу победу. Народный фронт в рамках проекта «Все для победы» запускает сбор к 23 февраля. Будут закуплены самые необходимые на данный момент вещи на фронт. Машины высокой проходимости, мобильные бани, печки, тепловизоры, квадрокоптеры, противодронные ружья, аптечки, тактические рюкзаки и другое. Сегодня я подписал для наших ребят, находящихся на передовой, гитары в минуты отдыха. Я думаю, что они согреют вам сердце, а вы сыграете и споете со своими близкими друзьями любимые песни, вспомните о доме и, самое главное, будете знать о том, что мы с вами душой и сердцем рядом с помощью этих подарков, которые мы вам передали. Ребята на передовой, передаю вам огромный привет. Скоро годовщина СВО, и это годовщина нашего с вами тяжелого пути, но пути к непременной победе. Вся страна, вся Родина с вами, и мы вместе. Народный фронт вас тоже поддерживает, передает вам огромный привет. С уважением, поклоном. Сердцем с вами Денис Майданов.